Южная Осетия, наверное, не единственное место на Кавказе, где народ не позволил встать над собой. Князья были персонажами сказок и легенд, но никак не реальностью Юга Осетии. И тем более, вызывала неприятие политика грузинских князей, направленная на утверждение своего господства в делах и умах южных осетин. Впрочем, имело место и сопротивление российской администрации, но лишь в тот момент, когда она становилась проводником господства тех же грузинских князьков. Как известно, главная причина буйств, производимых осетинами, есть та, что грузинские князья стараются присвоить над ними свое право, которые, противясь всему, почитают и нас своими неприятелями, писал генерал Стрекалов главнокомандующему российских войск на Кавказе Игорю Паскевичу. Для подавшегося в абреки важно было признание в народе, которое он мог заслужить двумя средствами: личным мужеством и своей справедливой борьбой. Абреками становились люди с большим личным достоинством, которое не позволяло мириться с несправедливостью. И, конечно же, это были люди мужественные и отчаянные. Когда пристав Ахалгора, ныне селение Ленингор, объявил о награде за поимку абреков, Сандро и Тате Джоевых, то последние сами написали ему письмо: «Мы слыхали, что как будто мы вам очень нужны, преследуете нас и не можете встретить. Так, если ты не баба какая-либо, то выходи к нам навстречу с 300 казаков или чепаров, и тогда будет видно, кто какое имеет мужество». Одной из известной троицы абреков Южной Осетии были Илико Пухаев, Габо Гигалаев и Сави Тидеев. Интересно отметить, что первое упоминание об их действиях мы встречаем в периодической печати Грузии в 1892 году, на следующий год после казни Картлийской Троицы. Стоит заметить, что в осетинском народе внимательно следили за поведением каждого абрека, и если его действия и поступки были справедливыми и мужественными, то он находил поддержку в каждом доме. Горийский уездный начальник докладывал тифлисскому губернатору о том, что местное население всячески поддерживает и укрывает разбойников, и не хочет оказывать содействие властям в их поимке. Он же указывал, что сельские старшины на призыв оказать ему содействие в поимке абреков обозвали его безмозглым дураком. Одной из причин вооруженных действий абреков был произвол, творимый грузинскими князьями, пытавшими распространить свою власть на горцев Южной Осетии. Илико Пухаев был уроженцем селения Схлит, Знаурского района Южной Осетии. В 1892 году он своими подвигами обратил на себя внимание, как администрации Горийского уезда, так и властей Тифлисской губернии. В абреки он попал волей случая. Как гласит предание, Илико заступился за девушек-осетинок. Однажды, в Александровском саду в Тифлисе он наблюдал такую картину, как к девушкам-осетинкам из Ксанского ущелья стали приставать грузинские парни. Пухаев Илико не снес такого оскорбления, ударил одного из них кулаком и убил его. После этого, чтобы избежать преследования полиции, он подался в леса, став абреком. Вместе с тем, абрек Илико Пухаев, Пухашвили, и его товарищи в лучшую сторону отличались от других абреков. Как нельзя красноречивее об этом говорится в заметке автора, опубликованной в газете «Новое обозрение» в 1897 году, когда был убит Илико Пухашвили. Цитата: «Проезжал я недавно мимо того места, где летом был убит разбойник Пухашвили между селениями Двани и Цейравани. После убийства Пухашвили на этом месте, под 2 дубами, устроена была небольшой длины скамейка и поставлен каменный памятник в 1,5 аршина высоты. Как видно из надписи на каменной колонне, памятник этот поставлен кем-то, посвященный разбойнику Пухашвили. Обе стороны четырехугольной колонны исписаны. Одна из надписей гласит: «Богатых я грабил и давал беднякам, никого я не убивал, но видишь, что сделал изменник Ламидзе, убийца Пухашвили». История разбойника Пухашвили, насколько известно, не омрачена ни одним убийством и грабежом бедняка. Как-то раз, придя в селение Шевлис-Кури, он созвал сельчан и, представив им список состоятельных жителей этого села, потребовал от них контрибуции, определив даже долю взноса каждого. Точно так же обложил он ежемесячным налогом состоятельных евреев различных сел и правлений, но бедняков он никогда не трогал, и потому считается одним из совестливых разбойников. Здесь надо сделать небольшое пояснение. Согласно тому же преданию, убийцей стал его названный родич грузин по фамилии Ламидзе. Как-то раз Илико прилег отдохнуть под высоким дубом, в местности Зиулит, среди белого дня.
караулил его сон Шакрол Амидзе, которому Илико всецело доверял. Но, желая получить объявленную властями награду и заслужить милость начальства, тот во время сна Абрека выстрелом в голову покончил с ним. Именно на месте убийства Илико и был впоследствии воздвигнут обелиск. Но память о народном заступнике, осетинском Робин Гуде жива и сегодня, в песне, посвященной ему в народных преданиях. В силу особенностей психологии и менталитета осетин, как и других народов Кавказа, дерзновенные помыслы и поступки в борьбе против притеснителей всегда вызывали и вызывают уважение и симпатию большинства соотечественников. И сейчас вашему вниманию будет представлена народная песня о герое, заступнике осетинского народа Илико Пухаеве. Илико